Поправки приняты. Что дальше? Я считаю, что дальше будет то же самое, что уже и продолжается на протяжении последних, с Крыма, последних лет 6-7. А дальше ничего, потому что Конституция на самом деле уже давно никого и ни от чего не защищала. И то же самое она будет делать, то есть не делать и теперь. Дальше, наверное, жить будем так же, будем всеми законными способами выражать свою гражданскую позицию, свой протест. Страна не может жить в таком состоянии. Ну, как мы жили, так мы и будем жить. А оно само сдохнет. Все это скоро, не скоро, скажем так, в обозримом будущем все это должно измениться. Кто-то говорит через год, кто-то говорит через 5 лет. Но мы оптимисты, поэтому я думаю, что это сдохнет гораздо быстрее. Как? Это мы не знаем. Но вот сохранить себя для этих перемен я бы гражданским активистам посоветовал. Учить знакомых, близких, родных, мыслить свободно, не жить в страхе. Хочу сказать, что я на самом деле рад тому, что сейчас происходит. На самом деле очень рад. Потому что все маски сброшены. Я вижу то, что в народе сейчас происходит очень сильно смена представлений в массах, смена мнений. Как жить? Во-первых, я считаю, что нужно приготовиться к тому, что последуют репрессии на людей с гражданской активностью. Во-вторых, нужно понимать, что способов для защиты, возможностей для обращения к правозащитникам внутри страны будет меньше, а выход на уровень международной защиты, возможно, что скоро будет отсутствовать совсем. И в-третьих, нужно быть готовым к тому, что все свои проблемы придется решать самому. И лучший способ в этом случае, после всего, что произойдет с нашим государством, после принятия поправок, это объединяться и помогать нормальным людям друг другу. Я рад, что этот режим делает с каждым днем все больше фатальных ошибок. И это просто серьезнейший прокол. Это очень сильно изменит мнение людей о том, что происходит, и о том, кто у власти находится. И я вижу в этом только плюсы на самом деле. Жить дальше мы будем ровно так же, но мы просто сейчас должны понимать, что в связи с последними изменениями и нововведениями мы физически приняли не поправки в Конституцию, какая она бы ни была, а мы по факту приняли изменение избирательного законодательства, которое было регламентировано какими-то простыми нормами в старых наших актах, а сейчас его исказили до нельзя. И об этом как раз никто не говорил. Это самое страшное. Политическим и гражданским активистам нужно более активно участвовать в местном самоуправлении. Вертикаль авторитарная, которая у нас выстраивалась путем принятия поправок, я считаю, что расшатать ее можно только снизу. То есть больше активности снизу, и тогда власть, в том числе на местах, начнет понимать, что жители надо считаться. А некоторые люди предлагают вообще покинуть страну, что здесь никогда, потому что здесь никогда ничего не будет хорошего. То есть есть такие пессимистические настроения. С моей точки зрения, активистам продолжать жить и выполнять ту важную функцию, которую они и до этого выполняли. То есть, собственно говоря, формировать гражданское общество, быть неравнодушными и, самое главное, не испытывать какого-то разочарования от того, что не произошло какого-то чуда. Поражает то смирение с результатом, с безальтернативностью того, что происходит. Меня гораздо больше пугает, как активиста, это чувство апатии, чувство безысходности. Но я считаю, что если мы проявим немножко смелости, твердости, не убежим отсюда, не прекратим свою деятельность, то в конечном итоге когда-нибудь, а возможно даже очень скоро, еще при нашей жизни, это даст свой положительный результат.